Ну, памятники ведь они, с одной стороны, как восстанавливаются, так и сносятся. Ну, я, конечно, отрицательно отношусь к этому. Памятники обычно не ставят. Ну, ислам это запрещает. Конечно, отрицательно. Я думаю, что как бы здесь надо рассматривать, опять же, не только установление памятнику Ивану Грозному. Кто-то хочет восстановить памятник Ермаку, покорителю Сибири, кто-то Ермолову, покорителю Кавказа, кто-то возрождает памятники Сталину, душегубу Сталину, Дзержинскому и так далее. То есть это вопрос, он всегда был, будет в повестке дня в зависимости от тех или иных политических тенденций, о том, что разделяет или близко к нашей действующей политической элите. Поэтому памятники ведь они, с одной стороны, как восстанавливаются, так и сносятся. Вот мы видели на последних событиях Казахстана. И это мы наблюдаем, например, в современной Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки. Да, там тоже очень много памятники тем, которые были в авангарде колониальной политики. Казалось бы, это респектабельные такие джентльмены, которые основали города, университеты, а при всем при этом мы видим огромные массовые народные движения, которые сносят эти памятники и переписывают и пересматривают историю. Поэтому все те, кто инициирует те или иные события, памятники, они должны прежде всего понимать, что они этим преследуют и добиваются. Если они добиваются межрелигиозного мира и согласия, то это хорошо. Если тем самым они вносят деструктив и свое население, разные этносы, разные группы народа стравливают друг с другом, то значит это недальновидные деятели, недальновидные лидеры, которые служат на разрушение и разобщение нашего единого российского пространства. Ну, я, конечно, отрицательно отношусь к этому, к установке этого памятника. Мне кажется, нам, с точки зрения мусульман, конечно, это является, конечно, историческим фактом того, что Иван Грозный присоединил к российской земле эти территории. Как говорится, с фактом не поспоришь. Вот. Но все-таки его личность достаточно спорная в истории, сколько, так скажем, есть очень и положительные, конечно, что было им сделано, но есть и много отрицательного, об этом тоже никто не спорит, поэтому устанавливать памятники в Чувашии, наверное, есть там более достойные, так скажем, люди, которые эту республику развивают, и какие-то, наверное, другие можно найти способы привлечения туристов. Я думаю, что для татар, наверное, это будет в какой-то степени, будет, наверное, достаточно, как это, может быть, обидно там или еще что-то так. Поэтому я бы, конечно, с национальной точки зрения бы осторожнее подходил к этому вопросу. И влияние, конечно, Золотой Орды на развитие республик Чувашии, Мариэл, других республик Поволжья, оно было значительное, потому что даже вот если в нашем марийском языке, когда люди приветствуют друг друга, они говорят «салям». То есть, если татары говорят на «исамисес», то есть в переводе это спрашивают «здоров ли ты?», да? Похоже, как на русском «здравствуйте», да, там, о здоровье спрашивают. А вот народ Мари, они дают салям, то есть приветствуют друг друга миром. Поэтому вот влияние, я думаю, это значительно не только на языковом уровне, но и на, так скажем, на обычаях и так далее. Как мусульманский религиозный деятель, я могу сказать о том, что памятники обычно не ставят. Ислам это запрещает, вы прекрасно знаете. Но так как мы живем в таком государстве, светском государстве, и, могут интересоваться, сколько людей и столько мнений обычно говорят, да. Но как татарин по национальности тоже так же, я уже говорю то, что, опираясь на исторические факты о том, что очень много людей, то есть само по себе было именно во время Ивана Грозного были крещения именно чисто таких мусульман, татар тоже так же.
ну, как вам сказать, воспитанием уже с молоком матери в наших сердцах, в наших душах осталось именно то, что это Яос Иван. Да. Грозный, а татарский Яос это не только Грозный, это значит, это деспот, это человек, скажем так, злой, вот так, примерно можно его комментировать так, да. Поэтому, как вам сказать, если бы только памятники, память никогда это люди не забывают это и хорошее, и плохое тоже так же. И здесь тоже так же, если, может быть, для кого-то это будет напоминать о том, что да, были именно в нашей истории такие вехи, такое направление. И обычно, как говорят же, если народ, не знающий свою историю, у народа нету будущего, говорят. Да. Плохой пример – это тоже плохой, это тоже пример, честно говоря. Иван Грозный явился завоевателем Татарстана, Казани. И мое личное отношение, конечно, отрицательное. Как можно в памяти упоминать такого человека, который нашу нацию, татарскую нацию, можно сказать, как своими словами, утопил в крови. И река Казанка, мы знаем прекрасно, ее воды были красными от тех убитых наших предков, братьев и сестер. И, конечно, я отрицательно отношусь к этому. И никак нельзя, даже в любой другой точке России, не только Татарстана, устанавливать такие памятники. Вообще в исламе памятники, они не приветствуются, но приветствуется память в написании истории наших предков, истории наших воинов, которые поднимали наши народы, освобождали их. Ну, эта память, она хороша чем, что Тамерлан, Амир Тимур, распространил на территории бывшего СССР, можно назвать, там, религию ислам, возродил наши традиции.